Верхневилюйском Улусе продолжается строительство нового православного храма. На месте возводимого объекта состоялся торжественный молебен об успешном ведении строительства, рассказывает Татьяна Потапова. Еще в 2010 году епископ Якутский Ленский Зосима приезжал в наш Улус и осветил место, где ранее стояла старая церковь. Но по воле судьбы место постройки нового православного храма перенесли в центр района на перекрестке улиц Сидора Барахова и Ленина. Сейчас строительство церкви ведется исключительно на добровольные пожертвования, и благодаря этим пожертвованиям проведены проектно-изыскательные работы на сумму 300 тысяч рублей. Освоено свайное поле, построен окладник церкви. И по издревле установленному обычаю и по освящению любого начатого дела состоялась молитва на строительной площадке. Я надеюсь, что очень скоро мы доживем до такой радости, когда храм будет построен, и мы соберемся уже под его святыми сводами, чтобы вознести благодарственную молитву ко Господу о том, что стройка закончилась. На сегодняшний день в Верхневилюйском Улусе насчитывается около 1800 прихожан. До этого воскресное служение из-за отсутствия церкви проходило в многоквартирном доме в одной из квартир. Даже чувствуете в голосе дрожь и немножко даже вроде бы слезы. Очень рады, очень. Здесь ходить обязательно будут. И этот храм очень все ждут. Так как строительство будет идти планово, в этом году будет возведен короб здания, а в следующем году планируются отделочные работы. Вот православного храма планируется в 2017 году. Сейчас материалов хватает только на короб. Но надеемся, что с Божьей помощью в следующем году найдутся тоже добрые люди, которые помогают нам и которые еще обещали помочь. Татьяна Потапова, Владимир Адамов, НВК «Саха», Верхневилюйск.